Здравствуйте, на ТНВ новости Татарстана, в студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Ветер перемен. После сильного ветра в Нурлатском районе меняют крыши 20 домов. Но только ли ветер стал причиной, выяснял Рамиль Шайдуллин. Большие проблемы маленького поселка. Как бомжи. Вот как они живут в мусорную яму, и мы так тут. Как выживают без газа и дорог? И есть ли выход из ситуации, выяснял Дмитрий Аринин. По счетчику или по нормативу? Надо же посмотреть, как лучше. Новая форма расчета за содержание общедомовых нужд. Как выгоднее, разбиралась Альбина Унибаева. Казанские торговые павильоны и киоски изменят внешний вид. Бессистемной торговли кто во что гораздо. Переходим к цивилизованному внешнему оформлению. Что предлагают предпринимателям, узнал Салават Мухаммадулян. Белая пелена вместо улицы, сорванные крыши и водопад прямо в доме. Нурлатцы вновь подсчитывают убытки после разгула стихии. Непогода затронула как райцентр, так и села. Пострадали больше 20 домов. И это уже не первый раз за это лето. Почему же дома в Нурлате рушатся как карточные? Рамиль Шайдуллин. Картина не из приятных. Осыпается еще не поспевший урожай, улица, да и село во власти стихии. В половине 5-го вечера на район обрушились сильный ветер и дождь. И уже в первые часы дома чуть не сложились, как картонные коробки. Выбежала и ужаснулась. Дождь накрыл словно белой пеленой. Говорю мужу: Салих, какой же сильный дождь. А он мне: уже крышу сорвало. Открываю дверь, в веранде вода, в котельной потолок рухнул на пол. Зульфия Нуруллина до сих пор не может оправиться от шока, а нурлатцы последствиями стихии усыпают просторы интернета. На утро улицы города и сел района в окружении поломанных деревьев и уже негодного профнастила. 5 в Нурлате и 15 в селе Ярыкла. Столько домов по району пострадало. Сила в 17 метров в секунду присуща сильному ветру, но по статистике МЧС за лето в республике она не приводила к сколь-либо серьезным последствиям. По мнению спасателей, дело в другом – состоянии самих домов. Здесь прежде всего надо вести речь не о той или иной силе ветра, а о степени безопасности или степени ветхости тех или иных строительных конструкций. Напомним, за год стихия уже нападала на район дважды. Последняя в начале июня обернулась ураганом. Тогда пострадало 36 домов. На восстановление ушло примерно 20 миллионов рублей. Сколько будет стоить справиться с последствиями нелетной погоды на этот раз, еще предстоит посчитать. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, Инсаф Миниханов, ТНВ, Казань, Нурлатский район. Еще одно природное явление ждут в Казани в ближайшие часы. Кровавая луна взойдет над Россией. Сегодня можно увидеть частичные лунные затмения. Для этого каких-либо оптических приборов не нужно. Стоит лишь выйти на улицу и посмотреть на небо с 8:30 до 10:30 вечера. В это время луна войдет в тень Земли, а лучи солнца достигнут поверхности спутника, что и даст красноватый оттенок. Кровавую луну в древности считали предвестником несчастья. Метеозависимым людям в такие часы стоит позаботиться о своем самочувствии. Но Глушко тоже явление, но на этот раз искусственного происхождения. В 6-м доме забили горячие источники. Это видео прислали наши телезрители. В одной из пустующих квартир на 5-м этаже дома прорвало трубу с горячей водой. Затопило все вплоть до 3-го этажа. Экстренные службы, по словам местных жителей, ночью так и не приехали. Воду вычерпывали сами соседи. Прекратить водопад удалось только после вскрытия квартиры. Напомним, проблемы в этом доме уже 2 года. На прошлой неделе мы рассказывали, что и стены, и полы здесь трещат, а строители не реагируют. На днях стало известно, что Госжилфонд намерен обратиться в прокуратуру, если застройщик дома «Казань-Центрстрой» не устранит ошибки при строительстве. Много проблем одной маленькой деревни. В Губайдуловке Рыбно-Слободского района живут без газа, дорог, уличного освещения, а за хлебом ходят до соседнего села. Чиновники обещают исправить ситуацию годами, но изменений как не было, так и нет. Как приезд нашего корреспондента Дмитрия Аринина решил то, что не решалось годами, увидим прямо сейчас. Как бомжи. Вот как они живут в мусорную яму, и мы так тут. Так половина населения Губайдуловки вышла сказать, что переполнило их терпение. Ни дороги нет, ни газ нет, ни магазин нет. Нас никто внимания не обращает. Замглава Рафаэль, ну, имя отчество не знаю я его. Он обещал, вот, скоро будет дорога тут. Вот, ждем, уже 10 лет доходит. Пойдем куда-нибудь.
Сейчас приехать в Губайдуловку можно только петляя по полевым протоптанным дорогам. В деревне на 7 домов осталось 12 жителей. Готовят еду и согревают жилье здесь покупным газом из баллонов. 560 один баллон. На месяц не хватит. А еще топят печи дровами. Тяжело, конечно. Один машина 12 тысяч. За покупками приходится ездить в соседнее село. Как говорят, хорошо, что электричество в свое время провели. Еще местные жители радуются, что у них хотя бы есть водопровод. Вот эту единственную на всю деревню колонку построили еще в советские годы. А как говорят, в 90-е населенный пункт признали бесперспективным. Я когда сам в район ходил один раз, потом мне письмо пришло. Перспективный аул. Глава Большесалтанского сельского поселения, куда входит Губайдуловка, сам родом отсюда. Однако и он малой родине помочь не в силах. Самовложением тоже вот 15 тысяч. 15 тысяч это один КамАЗ-щебень, там 1,5 километра. Без помощи республики там я не смогу дорогу построить. Как говорят уже в руководстве района, включить строительство дороги в федеральные и республиканские программы невозможно, так как в деревне слишком мало жителей. По этой же причине ее ранее уже обошел газопровод. Но сегодня нам пообещали вернуться к решению проблем поселка. Все те проблемы и те пожелания людей мы рассмотрим. И что касается непосредственно восстановления освещения, я думаю, на следующий год. А уже в ближайшие недели в Губайдуловке обещали наладить выездную торговлю. Запустят автолавку. Дмитрий Аринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Рыбно-Слободский район. По счетчику или по нормативу теперь жильцы многоквартирных домов сами могут решить, как им платить за общедомовые нужды. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. В этот четверг документ вступает в силу. Альбина Минибаева узнала, в каком случае может быть выгоднее. По счетчику или по нормативу? И почему? По счетчику. Сколько потратили, так и заплатим. По счетчику или по нормативу за содержание общедомового имущества у жителей многоэтажек появится выбор. Активисты за правильное начисление ждут 10 августа, чтобы забыть нормативы по ОДН и перейти на факты. По всему периметру окна нет на света. Поэтому мы туда заходим в чердак. Как дома свечей ничего не надо. Ночью никто там не лазит. Старший по дому Геннадий Сомов однозначно за счетчики. Сейчас коммунальщики пользуются специальной формулой, где учитываются места общего пользования и площадь дома. Но вот чердак и подвал в их многоэтажке никогда не освещались, а жильцы в минусе. Если будет норматив оставить, то это придет к тому, что я сказал. Вот у меня ОДН подскочил в 3 раза. В Татарстане почти в каждом доме приборы учета. Только вот за эти 7 месяцев, по мнению коммунальщиков, у жильцов могло забыться бережливое отношение. Если вот в таких вот двухэтажках минимальное количество квартир, соответственно, владельцы могут между собой договориться и потреблять энергию куда меньше, то в многоэтажках сделать это гораздо сложнее, да и собрать жильцов куда проблематичнее. Но речь идет о том, чтобы сейчас в тех домах, которые перейдут на расчет, опять же, по приборам учета, чтобы все правильно начислено. Для этого самим владельцам квартир придется контролировать показатели общедомовых счетчиков. По словам коммунальщиков, сравнивать счет фактуры 2016 с 2017 сейчас бессмысленно. С 2017 года ОДН начисляется как жилищная услуга, и начисляется она уже в переведенном виде на квадратные метры, поэтому для населения произвести анализ достаточно сложно. За систему расчета по счетчикам остаются как сами жильцы, так и коммунальщики. Общедомовой обязательно должен быть счетчик учет, потому что он именно определяет затраты, которые происходят по дому, и реальные. Поставщики услуг нам 100% выставляют по показаниям прибора учета, а мы частично только начисляем население. А вот разница остается как искусственный долг. Отменить нормативы и перейти на приборы учета жильцы смогут только после общего голосования, и в каждом случае должно решить большинство. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. За одно слово 700 тысяч владелец бренда «Велоночь» обвинил казанский исполком в краже своего товарного знака. Напомним, уикенд в столице прошел ночной велофест. Однако тендер на проведение велопрогулки звучал как «Казанская звездная велоночь». Сегодня стороны встретились в антимонопольной службе. Кто праздновал победу, узнала Альбина Солгараева. Нью-Йорк, Петербург, Рим, Тула,
Лондон. И только в Казани праздник Велоночи закончился в стенах антимонопольной службы. Владелец товарного знака «Велоночь» требует от исполкома 700 тысяч рублей. Автор идеи, названия и концепции он, а проводила ночную велопрогулку другая компания. На сайте Велофест полностью скопированы все наши остановки с названиями даже, с поэтическими метафорами. Ребята, ну как так можно? А получилось все так. По словам истца, он и его компании начали работу над проектом «Казанская велоночь». Никаких договоров и денег не было. Однако в июле на сайте госзакупок появился тендер на проведение велопутешествия в столице. 2 августа выиграла его фирма «Антей Групп». И спустя 3 дня она же и провела ночной велофест. Позиция исполкома оказалась четкой. То есть, таким образом, фактическое использование товарного знака «Велоночь» не было использовано. А потому комиссия УФАС признала претензии истца необоснованными. Но вместе с тем, в результате анализа документации были выявлены нарушения, для чего будет материал передан для возбуждения административного производства в отношении заказчика, который проводил данную закупку. Так что точка в этом деле еще не поставлена. Велоночь или велофест кому как удобно уже прошла, а вот шум вокруг нее утихнет, похоже, не скоро. Альбина Слугарева, Салават Мухаммадуллин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Уборочные ставят рекорды. Ячмень не меньше 50 центнеров с гектара, а вот пшеница около 70. Как идет битва за урожай, увидела Светлана Звонарева. Казанские торговые павильоны и киоски изменят внешний вид. Без системной торговли кто во что гораст. Переходим к цивилизованному внешнему оформлению. Что предлагают предпринимателям, узнал Салават Мухаммадуллин. Рустам Минниханов на 4-м месте в рейтинге влияния глав субъектов. Он основан на исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций. На позицию вверх президент Татарстана поднялся за месяц, потеснив губернатора Санкт-Петербурга Сергея Полтавченко. Впереди только Сергей Собянин, Рамзан Кадыров и губернатор Тюмени Владимир Якушев. Местное самоуправление – это прежде всего участие граждан в решении актуальных вопросов. Этому посвятили заседание Совета при президенте России в Кирове. Участие в нем принял председатель Госсовета Татарстана. Передовым назвали опыт республики по организации самообложения. С этого года определен единый день референдумов – 3 воскресенье ноября. Фарид Мухаммедшин обозначил и проблемы. Так, законодательство обязывает провести референдум на территории всего муниципального образования. А оно порой состоит из 2-3 деревень. Председатель Госсовета предложил уточнить федеральное законодательство. Люди стремятся сделать что-то нужное, полезное. У них немало конструктивных идей, предложений. И главное, есть желание воплотить их в жизнь. Очень важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание услышать, понять предложения инициативных граждан или инициативных групп. Казанские ларьки и торговые павильоны ждет редизайн. Столичный исполком предложил предпринимателям на выбор 21 проект торговых точек. При этом в исторической, современной и зеленых частях города вид киосков будет отличаться. Оценил проект и узнал мнение предпринимателей Салават Мухаммадуллин. Один павильон такой примерно вышел на 1 200 000 вместе с оборудованием. Предприниматель Султан Сафин сам участвовал в разработке проектов новых киосков. Теперь ему же и его коллегам, возможно, придется вкладывать в реконструкцию своих павильонов. Мы, в принципе, согласны с архитектурой, потому что Казань выходит на новый уровень. Это не стандартный город российский, да, какой-то обычный, если сравнивать с другими регионами. И поэтому в Казани очень важно держать некий статус. Поддерживать статус будет 21 проект. Здесь есть отдельные макеты для продажи мороженого, сувениров и напитков. Плюс очевидно, бизнесмен экономит на архитекторе, услуги которого сейчас стоят минимум 50 тысяч, и времени, которое бы ушло на согласование своего проекта. Без системной торговли кто во что гораст. Переходим к цивилизованному внешнему оформлению. Мы не первый год, шаг за шагом, системно работаем в этом направлении. И что важно и правильно, делаем это в тесном сотрудничестве с самими предпринимателями. Важно отметить, что в середине июня в договоре о размещении нестационарных торговых объектов появился новый пункт. Теперь предприниматели смогут работать только при наличии акта приема постройки, а потому владельцам таких зданий рано или поздно придется привести в порядок забегаловки из прошлого.
Это должно решить проблему, когда предприниматели утверждали один проект, а на деле работал другой. Ларьки на остановках и магазинчики из 2000-х в ближайшее время должны уйти в прошлое. Туристический поток растет, а значит, должно расти и качество обслуживания. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Ударными стали выходные для заинских аграриев. Только за сутки здесь намолотили 5000 тонн зерна. Первым вышли на уборку зернового рыжика. Сейчас приступили к сбору ячменя. На очереди озимая пшеница и сахарная свекла. Как идет битва за урожай, увидела Светлана Звонарева. В эти дни комбайны на уборке ячменя на сегодня уже освоено 500 гектаров. Это половина плана. Параллельно идет вспашка зяби. После уборки ячменя земледельцы выйдут на уборку озимой пшеницы. 10 единиц комбайнов. Урожай вот убираем. Ячмень не меньше 50 центнеров из гектара. А вот пшеница около 70. Рабочий день комбайнеров начинается в 6 утра. Чтобы успеть убрать урожай в срок, работают в 2 смены. За 3 дня убрали 215 гектаров ячменя. Хорошим настроением. Урожай есть. Получше. В том году тоже хорошее было. И нынче тоже. И дожди были. Краткие минуты отдыха тружеников почуют вкусным обедом. Сами земледельцы говорят, работа спорится, техника исправна, простоев нет. Комбайн нормально. На ремонте были ремонт хороший был. Запчасти во время, машины тоже во время. Это обед тоже. Работать можно. В течение 5 дней заинским аграриям предстоит убрать 1000 гектаров зерновых. Столь сжатые сроки устанавливает погода, щедрая в этом году на дожди. Комбайнеры уверены, в срок уложатся. В ближайшие дни в районе планируют приступить к уборке сахарной свеклы. Светлана Звонарева, ТНВ, Заинский район. С театральной сцены на большой экран в Татарстане начались съемки фильма «Мулла» по пьесе Туфана Миннулина. Деревня Кубян Атнинского района превратилась в большую съемочную площадку. А в гостях побывал звезда российского кино Марат Башаров. Эльмира Шаймарданова увидела, как благодаря спецэффектам ночь становится днем. Камера идет. 1:29:4. В главной роли режиссер Атнинского театра Рамиль Фазлиев, а в роли его друга Марат Башаров. Ради столичной звезды в пьесу ввели новые сцены. Ты что, хочешь сгнить, что ли, в этой деревне? Мы специально написали такую эпизодическую какую-то небольшую роль. Пьеса Туфана Миннулина о мулле, который приезжает в татарскую деревню, чтобы возродить религию и нравственность. Она ставилась на многих сценах и вызвала бурное обсуждение. А сам драматург лучшей постановкой назвал Атнинскую. Это уже отснятый материал. Съемки были сделаны в одном из домов деревни Кубян. Режиссер выбрал его за особую ауру, где время остановилось. Техническое оснащение от профессионалов. Именно на эту камеру снимались многие блокбастеры и известные фильмы. Мне кажется, это одна из наилучших камер, которые вообще есть у нас в мире. Дабы съемочный процесс не останавливался, специальное оборудование может ночь превратить в день, а гримеры легким движением руки состарить юную актрису. Лимана очень сложная, и она деревенская девочка, которая ничего не видела в жизни. У нее только мама, и то она больная. Актеры 6 театров республики с 9 утра до 9 часов вечера живут в образах, выписанных драматургом. Тизер фильма «Мулла», съемки которого проходят сейчас в Атнинском районе, будет представлен на фестивале мусульманского кино. А на следующий год его авторы заявят картину к конкурсному показу. Эльмира Шаймарданова, Марат Саидгараев, ТНВ, Атнинский район. Хорошее настроение даже ливнем не смоешь, тем более если проводить время с ТНВ. В этом убедилась семья Шогиных из Алексеевского района. В рамках проекта в объективе ТНВ «Большая семья» они отправились в большое путешествие по Казани. У супругов 9 детей, 2 родных, остальные приемные. В нашем следующем репортаже одни эмоции. Мы в селе Белярск Алексеевского района. И сегодня в выходной с ТНВ проведет семья, которая живет вот в этом доме. Они, кстати, нас уже заждались. Здравствуйте, меня зовут Сережа. Здравствуйте, а меня зовут Софья. Здравствуйте, меня зовут Данил. Здравствуйте, меня зовут Никита. Аделина, Александр, Антон, Илюша, Максим. Всех сразу и не запомнишь, но у нас для этого есть целый день. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем с гаража угнав папину победу.
культурной программы у нас, конечно, не дискотека, а интересная и познавательная экскурсия в Кремле. Обратите внимание, по первому ярусу идет металлический обруч. В 1913 году башня под тяжестью своих ярусов стала расползаться. История появления башни Сюмбике, резиденции президента республики, а также самых ярких достопримечательностей Казани. И дождь знакомству с историей не помеха. Не так часто мы здесь были. Некоторые дети, вот из детей первый раз здесь. Много очень интересного узнал. А что вот сегодня больше всего тебя поразило? Что ты узнал? Ну, про Благовещенский собор, то, что его Иван Грозный построил. Посмотрели на казанцев смотровой площадке, а теперь можно и с высоты птичьего полета на колесе обозрения, по-моему, в такой дождь в самый раз. Какой выходной летом без аквапарка? Тем более, если лето такое прохладное, а до него рукой подать. На самых маленьких жилеты, а старшим наказы. Глаз да глаз за младшими. И от души порезвиться. Вначале было страшно, потом все круто стало. Мне понравилось больше всего плавать на горке, под открытым небом. Мне понравилось на улице уходить и купаться. Я еще бы погулял. С нами, да? Да, с вами. Прощаться рано. На десерт не только десерт, а полноценный совместный ужин. А еще сюрприз. В подарок гаджет. Спасибо большое, спасибо огромное. Мы же редко так выезжаем, потому что выехать не на чем, автобусы не ходят. Наконец-то мы выбрались куда-то вместе, в такие места знаменитые. Очень рады. Самое главное то, что детям было комфортно и хорошо. Значит, и нам хорошо. Вместе весело шагать по просторам. Они прощались, напевая песни, и искренне благодарили за то, что за один день получили целый букет удовольствий и провели его все вместе, большой многодетной семьей. Адель Кламиц, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань, Алексеевский район. Оставаться на связи в путешествии нашим героям помогает федеральный мобильный оператор Теле2. Теле2 – бессменный спутник семейного отдыха с ТНВ. У меня на этом все. Впереди еще погода. Увидимся в 21:30. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Вот такой должна быть пешеходная улица. А вот такой должна быть газета городских новостей. Газета «Город». Вот такой должна быть газета городских новостей. Сатуда Пятигорскидан шашкы мутон кундуз туннары. Иске туныңны китер, яңасына ташламал. Акция 8 августтан 13-на кадәр кичектиреп түләү. Сәйдәш мәдәният йорты. Предприятию требуется с опытом работы сварщики с аттестацией НАКС, водители всех категорий, машинист экскаватора. Телефон в Сосногорске 5 71 95. Либридерм сирацин. Номер 1. Запомните сами и объясните детям. ВИЧ передается через кровь, половой контакт и от инфицированной матери к ребенку. Центр СПИД Минздрава Республики Татарстан. Пройдите тест на ВИЧ и знайте свой статус. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август Пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары Хәмдүнә Тимергалиева, Венера Ганиева, Расим Низамов, Резида Шарафиева, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Раяз Фасихов, Марсель Уагизов, Зөфәр Хәйретдинов, Ришат Тухватуллин, Сирина Зайнетдинова, Филис Кахиров һәм башкалар. Махсус кунаклар Альберт Асадуллин, Ринат Ибрахимов һәм Илмира Калимуллина. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Башлана 18 сәгатьтә.
Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Первая гостевая победа. Футболисты «Рубина» переиграли московский ЦСКА. Впервые с 2011 года казанцы на выезде оказались сильнее армейцев. Уже на второй минуте Жонатас был безупречен на добивании после подачи углового. На 10-й минуте бразилец воспользовался ошибкой защиты ЦСКА. Вышел 1-1 и мощным ударом послал мяч в ближний угол. Спустя всего 3 минуты Георгий Щенников отыграл один мяч, завершив комбинацию команды. Во втором тайме моменты на контратаках пустили Сардар Азмун с метра, попавший в штангу, и Рифат Джамаладинов, которого подвела техника. В концовке Юрденис Краденис опять же после быстрой контратаки должен был снимать вопросы о победителе, но угодил в крестовину. Итоговый счет 2-1. Рубин после 4 туров занимает 7-ю строчку турнирной таблицы. В конце матча, кроме навалов, у ЦСКА уже ничего не было. И мы это предполагали, хотя были опасные моменты. Но по голевым моментам вы сами видите, мы должны были судью матча еще раньше решать. Следующий матч Рубин проведет уже в среду на стадионе Казань-Арена. Команда Курбана Бердыева принимает Локомотив. Прямая трансляция на ТНВ в 20:00. А до начала хоккейных трансляций остается чуть меньше 3 недель. Акбарс тем временем завершил свое выступление на Кубке губернатора Нижегородской области. В последнем поединке наши хоккеисты оказались сильнее московского «Спартака». Правда, выиграть удалось только лишь в овертайме. Основное время завершилось со счетом 1-1. Финальную точку поставил Артем Лукаянов. Таким образом, казанцы одержали 4 победы, в том числе над Салаватом Юлаевым, и уступили лишь хозяевам турнира Нижегородскому «Торпедо». Хорошо, что сравняли в третьем, и я думаю, что третья 20-минутка была за нами. Безусловно, даже, я думаю. И поэтому сегодня вот поменял клюшку на Ландера, и она не подвела, забил сегодня. А любители пляжного волейбола собрал традиционный летний кубок «Зенита». Причем поиграть на песке могли не только профессионалы, но и любители, а также корпоративные команды города. Женский пляжный волейбол собрал куда больше зрителей. Евгения Ульянина в паре с Кариной Каримовой стала победительницей среди девушек. В смешанном турнире сыграли 27 команд. А лучшими стали Павел Пахомов, Илья Русанов и Наталья Марухина из Альметьевска. Основная борьба развернулась в мужской части турнира. Прошлогодним чемпионам Нурмухаметову и Мустаеву не дали возможности сохранить титул победителей. Чемпионы этого сезона Артем Панарин и Виктор Симонков в гала-матче встретились с игроками «Зенита» Алексеем Вербовым и Вильфредо Леоном и уступили 1-2. Зенитовцы всего второй раз в 9-летней истории турнира смогли одолеть пляжников. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Пасмурный циклон управляет погодными процессами на большей части Татарстана. И завтра во многих районах пройдут дожди, температуры немного понизятся. Подробнее после полезной информации. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробная. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца августа при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ночью пройдут дожди, плюс 16. Днем вероятность осадков будет небольшой и 24 градуса выше нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также ожидаются осадки, местами сильные. Ночные температуры плюс 17, днем 22 градуса тепла. На севере Татарстана, в Менделеевске, Актаныше, Агрызе переменная облачность. Без осадков не обойдется. Ночью 17 градусов выше нуля. Днем синоптики обещают плюс 23. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ночью плюс 17, днем около 22 градусов выше нуля. На юго-западе республики, в Болгаре, в Буинске и Торжаном без осадков также не обойдется. Ночью плюс 16, днем столбики термометров покажут 22 градуса. В центральных районах республики переменная облачность, пройдут дожди. Ночью 16 градусов выше нуля, днем 23 градуса. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается, местами также пройдут дожди. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным декоративным покрытием, товары для туризма, формы для хлеба.
Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт продолжает набор абитуриентов по следующим направлениям: теология, лингвистика, экономика, журналистика. Документы принимаются до 14 августа. Телефон в Казани 251 01 55 251 01 55. О погоде в столице. Ночью в Казани пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха плюс 17-19. Днем переменная облачность, также ожидается небольшой дождь и 23 градуса. Ветер северо-западный умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.